Ассаламу алейкум, урметли мусафирлерimiz. Хош сефаға келдіңіз. Эминім бүгінгі сабақ хаберлеріңіздің дады бамбашқа еді. Әрдайым оледа олсын қызмет олса. Бүгін біздің достарымыз мусафирчи Алем этно-рестораны қаршылады. Çok sağ olsunlar. Ve elbette онлайн шекілде бізді сейір еткен сейіржелерімізді да селямлаймыз, қаршылаймыз. Біздеріні QTV каналында сейір етмеге имканыңыз бар, чареңіз бар. Ве қызмет олса, бүгін біздің мұсафырымыз Алиме ханым Абселямова, онен сұхбет етежеміз. Ве ондан evvel küçük bir video levha seyretmege teklif ettim. Buyurunuz. В моем формировании большое значение имела жизнь семьи. У некоторых из нашего народа есть такое представление азбар, когда во двор, в какой-то один двор приезжает много людей, много родственников. Этот азбар является центром притяжения родни. Вот наш азбар был таким. Я очень хорошо помню те песни, которые пели. Я помню, как нам, детям, настукивали на табуретки, а мы танцевали. И вот эти вот воспоминания, они очень важны. В Азбарга приезжали те люди, которые ездили в Крым и привозили из Крыма полынь, либо яблоки. И вот этот вот трепет, с которым Крымга барды, Крымнан кайтты, вот это вот отношение формировалось именно в семье, формировалось вот именно Азбарда. Эти песни, которые пели старшие родственницы, я их очень хорошо помню. Вот. И помню, что после них молчали. После них говорили, после них думали. И я честно скажу, даже не совсем и не всегда помню информацию, но я помню эмоцию. Вот. И эмоцию тоски по Крыму я помню очень хорошо. Вот. И это было важно. Вот. Крымда – это было почти волшебно. Я родилась в 1976 году в городе Советабад, Таджикистан. Я училась в городе, в котором родилась. Потом в 1986 году семья наша переехала на Кубань, в Тамань. И школу я закончила уже там, в Тамане. И очень хорошо помню 1987 год, один из таких знаковых событий, пеший поход из Тамани в Симферополь, который отошел от станицы буквально несколько километров, ее разогнали. Это я очень хорошо помню. Это одно из самых, наверное, первых моих таких внятных, условно-политических, социальных впечатлений. Поэтому для нас путь в Крым был 1993 год. 1994 год – это тяжелый год, холодные годы. Вот я вспоминаю, это на самом деле очень холодно. Были очень холодные морозные зимы. Студенческие годы прошли в 90-е годы, во второй половине. Это период активного возвращения крымских татар в Крым. Это период активного формирования вот того крымского контекста, который мы имеем сейчас. Это когда крымские татары стали субъектом социальных, экономических, политических процессов. Поэтому, очевидно, это требовало исследования. Вот так, собственно, и сформировались научные интересы. Это межэтнические коммуникации, все, что с ними связано. Это формирование идентичности, формы межэтнической коммуникации. Сейчас это может быть какой-то этнический дискурс, например, те же нарративы, те же ценности, формирование ценностей и так далее. То есть все, что касается комплекса этничности, этнополитологических исследований. Когда нам выдавали дипломы, у нас в дипломах написано специалист-политолог, преподаватель социально-политических дисциплин. Я совершенно искренне это говорю. Я взяла свой диплом в руки, открыла, прочитала, вот так вот взяла его, вот так. И сказала, я никогда не пойду преподавать. И если это был июль,
то в конце августа меня оставили на кафедре, тогда еще ассистентом кафедры. И вот с этого момента началась моя педагогическая деятельность. Я была уверена, что преподаватель из меня никакой. И вот уже с 99-го года, получается, 25 лет педагогической деятельности. И причем я могу сказать больше, я ничего другого, кажется, не умею. Любое преподавание, мало того, что это двухсторонний процесс, еще один важный момент – это процесс обмена энергией. И есть такие группы, в которых чувствуешь, как будто у тебя крылья за спиной. На самом деле ощущение двух огромных крыльев, которые позволяют тебе получать колоссальное удовольствие от работы. И ты же не только ты говоришь. Процесс преподавания – это не это не монолог. Это на самом деле полилог, который предполагает множество мнений, обмен энергией, обмен мнениями. Очень много чему я учусь у своих студентов. Вот, и это на самом деле очень обогащает тебя мировоззренчески, обогащает тебя как личность. У меня 3 детей. 22 года дочь, закончила филологический факультет Крымского инженерно-педагогического университета имени Физия Якубова, английский и немецкий, сейчас учится в магистратуре. Сын, первокурсник экономического факультета этого же университета, и 10-летний сын, вот младший, 14 года. Дети, на самом деле, тоже еще один твой опыт, еще одна твоя грань, которая позволяет тебе оценивать себя как личность, как мать. Вот. И здесь я уже понимаю, твой успех не твой личный успех, а успех твоих детей. И когда я слышу, это мама Ильяса или мама Фериде, я понимаю, что из-за них я теряю свою субъектность. Вот. Но это на самом деле гордость, потому что они оба тоже такие узнаваемые. И еще раз, это, с одной стороны, еще говорю, как бы так, твое личное «я», оно, казалось бы, должно страдать. Но нет, оно не страдает, а наоборот, ты понимаешь, что если они успешны, то это твой успех тоже. Поэтому женщины, когда говорят, она потеряла себя в детях, ничего подобного. Женский успех мерится успехом ее детей. Çok sağ olun за такой теплый душевный сюжет. Вы знаете, когда мы разговаривали с Алиме Ханум вообще о возможности проведения такой встречи, мы задались вопросом, о чем мы будем говорить. Ну и я, как человек, который слишком давно знает Алиме Ханум, задаю вопрос: Алиме, про что будем говорить? Алиме коротко и ясно ответила: про жизнь. Ну, а если про жизнь, то тогда, когда про эту жизнь говорят две девушки все-таки, да? Тем более политологини, то тогда эта жизнь превращается в политическую демографию. Поэтому сегодняшний наш разговор про политическую демографию, крымско-татарские ценности и поколения мы ведем с Алиме Ханум Абселямовой, кандидатом политических наук, доцентом кафедры социально-гуманитарных наук, деканом филологического факультета Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова. Так долго я тебя еще не представляла. Sağ olun Senora Hanım, sağ olun за приглашением. На самом деле для меня это необычный опыт. Я думала, искренне говорю, я ехала спокойно, думаю, все нормально, я не буду переживать. А тут, когда я так села и поняла, я редко об этом признаюсь, но я переживаю. Со мной такое редко случается, на самом деле. Выдыхайте, Алиме Ханум. Выдыхаю, да. Для меня это тот опыт, которого, наверное, в моей жизни не было в таком контексте. Ну, политическая демография, любой, кто более или менее читал, скажем так, буквари по политологии, да, знает, что прежде всего это цифры. И естественный вопрос, который возникнет к нам, как к авторам этой формулировки, а возможно ли сегодня говорить о политической демографии, особенно в контексте, когда цифра всегда вызывает сомнения? Ну, тут факт в том, что, наверное, если не говорить с цифрами, если не использовать цифры как инструментарий, то мы можем говорить о каких-то тенденциях. То есть мы с Ленорой Ханум с вами, готовя передачу, говорили, что мы говорим все-таки не о чистой демографии, мы не говорим о числовых показателях, которыми оперируют демографы, потому что они сейчас, наверное, не совсем корректны.
потому что очень много тенденций, которые не подвергаются сейчас учету. Но мы можем говорить с точки зрения нашей с вами оптики, с точки зрения наблюдений за собой, за своим окружением, за своим народом, за теми людьми, с которыми мы работаем. То есть мы, еще раз таки, я со своей стороны не претендую на исключительную демографичность, не претендую на график, я пришла к вам без них, потому что если бы мы говорили о демографии, это, безусловно, были бы графики, таблицы, какие-то числовым способом верифицированные данные. Поэтому сегодня, коллеги, мы будем с вами говорить в общем о тенденциях, которые мы с Ильнурой Ханум наблюдаем. О трендах в первую очередь. Ну, давайте начнем с начала, что называется. Да? Что такое политическая демография, почему эти процессы, демографические процессы актуальны для нас, для крымских татар в том числе? Ну, демография общеизвестна, да, это отрасль социально-гуманитарных наук с использованием арсенала точных наук, характеризующая и исследующая динамику изменения ценностей того или иной части народного населения по тому или иному критерию. В данном случае для нас очень важно, потому что демография характеризует, и это прежде всего не столько про цифры, сколько про будущее. Потому что когда мы говорим о демографических показателях, мы говорим о ближайшей перспективе 25-50 лет. Ну, в первую очередь демография – это про семью, да, про мужчин и женщин, про поколение, и в том числе про ценности, которые определяют ту или иную модель поведения. О чем мы сегодня будем говорить? Ну, Ильнура Ханум, вы уже отметили, о чем мы будем говорить, и правильно сказали, честно говоря, готовилась, думаю, если сейчас Ильнура не скажет, я скажу об этом. Демография не всегда про количество людей. Как правило, не совсем про количество людей, не впрямую корреляции про количество людей, а про их поведение. И, например, одним из первых способов анализа демографии, одним из первых условий, когда начинаются демографические исследования, речь идет о городском соотношении городского и сельского населения. Если речь идет о увеличении городского населения, значит речь идет о уменьшении рождаемости. Урбанизация. Как конечно. эти процессы затрагивают нас, крымских татар, особенно понимая, что в начале 90-х и тем более до массового возвращения крымских татар, основной ареал расселения это были села, то есть не городская такая инфраструктура. Почему важна урбанизация, почему ее исследуют и каким образом, скажем так, эти процессы влияют на самоощущение крымских татар? Ну, изначально, если мы обратимся к истории, то наш народ, в принципе, был не урбанизированным этносом. Крымские татары преимущественно жили в селе, в сельской местности, и часть городского населения была незначительной. Хотя крупных городов, конечно, в Крыму, относительно крупных по тому времени, было достаточно много. Особенно это касается периода развития Шелкового пути, и когда городская культура, это было равно развитию, городская культура равно экономике, городская культура равно науке. Со временем Крым не стал урбанизированным регионом. Крымские татары долгое время все-таки оставались сельскими жителями. И в период 1944 года большая часть крымских татар была жителями села. Это касалось прежде всего южного берега, компактных мест максимального размещения крымских татар. И крупными городами, где крымские татары жили, это было, безусловно, Бахчисарай, Кезлев, Ахмечет, Кефе и Харосу-Базар. В период депортации крымские татары в силу тех или иных условий попали в глубоко сельскую местность. И процессы урбанизации, можем сказать, начались с момента отмены режима спецпоселения, когда все-таки большая часть людей понимала, что нужно ехать в город. Я вспоминаю, опять-таки, вот отблески, отголоски детства. Битам говорила, что «Біз аңнадық керек шерге кечмеге». «Біз аңнадық керек шерде яшамаға». И поэтому первой волной внутренней уже поствоенной миграции был переезд в связи с отменой режима спецпоселения крымские татары стали перебираться в города. Это стал, как известно, Ташкент, это был Черчик, это был Ленинабад, Фергана, Маргелан и так далее. То есть начался процесс урбанизации в форме, в советском варианте этой урбанизации. Репатриация вернула крымских татар, вернула условно, сейчас я даже в кавычках как-то говорю, потому что к моменту возвращения крымские татары стали преимущественно городским этносом, преимущественно урбанизированным этносом, а это значит со своей специализацией, с профессиями, которые востребованы в городе.
Это значит с особым, достаточно высоким уровнем квалификации. Это значит с присущим, с изменением от семейно-брачных отношений. То есть мы из больших семей стали переходить в нуклеарные городские семьи. И в 70-х годах, я скажу, может, сейчас такую несколько крамольную вещь, начал наблюдаться снижение рождаемости. То есть если мы обратимся к семьям наших бабушек и дедушек крымского варианта, то это было минимум 5-6 детей. 4 это было вообще очень, очень мало. Послевоенный период крымские татары оказались в общей тенденции бэби-бума, да, послевоенный рост рождаемости, это было характерно и вообще характерно для всех поствоенных сообществ. И 70-е годы крымские татары опять-таки оказались в общей волне снижения рождаемости, потому что произошло опять-таки урбанизация. Это один из трендов урбанизации. В 90-м годам мы возвращались в Крым урбанизированным этносом с не очень большим количеством детей в семьях. 3 ребенка это уже было для нас достаточно многовато. 90-е годы это падение рождаемости. И мы сейчас с вами свидетели того, что сейчас родителями становятся те дети, которые были детьми вот той демографической ямы 90-х годов. Сейчас крымские татары достаточно урбанизированы. Еще одна уже внутрикрымская урбанизация, когда мы в 90-е годы приезжали кто куда, неважно, главное Крымга, и расселялись, не наблюдая ни исторических каких-то приоритетов, да, ни экономических, ничего. В конце 90-х, в начале 2000-х, первая половина 2000-х, это внутрикрымская миграция, когда люди, чуть-чуть получив возможность, стали переселяться в те регионы, которые им казались более приоритетными. И тут примеров, факторов приоритетности было много, но основной из них, конечно же, социально-экономическое развитие и то, что называется «я балам кайда окыйджак». Вот, балам кайда окыйджак был во многих семьях очень большим и серьезным аргументом. Ну вот. Социальная мобильность. Вы сейчас заговорили про баламанда ухуяджах. Это про социальную мобильность, про социальные лифты в том числе. И поэтому мой вопрос про, во-первых, как это поменяло облик, да, вот этот переход из аграрного в индустриальный посредством урбанизации, как это поменяло облик крымских татар, модель поведения в том числе, и что у нас в этом смысле с социальной мобильностью? Социальная мобильность предполагает не только географическую мобильность. Ремаркой на полях, социальная мобильность, речь идет о мобильности в самом широком смысле. Когда речь о том, что ты можешь в принципе позволить себе все, что тебе кажется правильным для тебя. Например, это не только переезд из села в город или из города в село, кстати, тоже очень интересная тенденция сейчас, общая постсоветская тенденция, когда у людей стали появляться возможности, они стали возвращаться. Из города в село, условное село, часть людей предпочитает жить в пригороде. Это уже другие мотивы. Это совсем другие мотивы, но опять-таки это тенденция. Выбор личного дома, казалось бы, да, за этим тезисом стоят очень многие вещи. Возможность и желание иметь дом, и желание его строить. И вот, кстати, готовясь к передаче, опять-таки еще раз некоторые важные для меня моменты посмотрела. Желание иметь индивидуальный дом — это не просто про возможность его иметь. Это про желание. Это про желание его иметь. Это про возможность жить в нем. И еще очень важно создавать свое пространство. Индивидуальное. Индивидуальное пространство. Это про индивидуальность. Это про самореализацию. И здесь очень важным показателем, особенно для нас, мне кажется, является наша современная архитектура. Вот. Это про самореализацию. Я напомню, что нас встречает гостеприимный этноресторан «Алем», Чохсаунус, за эти теплые встречи и за эту возможность проводить эти встречи. И здесь посмотрите, сколько наших соотечественников, я думаю, часть людей, которые сидят здесь, жили в вагонах, в бендюшках, в сарайчиках, в одной комнатке. И вот здесь я по лицам вижу, сидит то поколение, которое это прошло, кто это прожил. Для кого котлеты из овсянки с кубиком курино бланка, это было круто. Томатный соус был самым прекрасным соусом на свете. Вот. И мы поколение, которое через это прошло. И что самое важное, это не совсем про то, что мы ели. Это про то, что мы хотели изменить.
и вернуться к своей этничности в современном, абсолютно в современном новом контексте. И опять-таки тенденция строить дома в нашем этническом стиле, ведь это тенденция последних 10 лет, пусть будет 15 лет. Это значит, еще раз, у нас есть возможности, желания и ценности возвращаться к этому. Ну, давайте немножечко вернемся к вот этому переходу, да, от аграрного к индустриальному и урбанизации в частности. Что здесь важно? Здесь важно, что поменялся стиль отношений, внутриэтнический стиль отношений, да, от коллективного поведения, да, от коллективной какой-то, ну, скажем так, адаптации ко всем происходящим процессам, мы перешли вот к той самой индивидуальности. Да, как поменялись крымские татары в этом смысле? Какие социальные рефлексы включились у крымских татар? Здесь я хочу на что обратить внимание, на понятие, само понятие брака. Если раньше брак не был союзом двух свободных индивидов, а все-таки был союзом кланов, родов, каких-то все-таки социальных, это был социальный акт. Это не была песня вечной любви. Это было не про любовь, это было про деньги. И Диляра Ханум об этом много говорила, да, Диляра Ханум, что это было очень символично, о том, что никто никогда не говорил, я хочу жениться, я хочу выйти замуж, все это было там початок в обуви, там, или обувь направлена в другую сторону. Сфера брачных отношений наша была очень символична, она никогда не была на виду. Это не было актом насилия, но это не было актом свободного волеизъявления. Это был экономический контекст. И поэтому ответ сразу же, а почему раньше не было разводов? А потому что было, пардон, невыгодно. Невыгодно было, не выживали люди по одному. Выжить можно было большой семьей. Выжить можно было в семье, и, правильно вы сказали, в большой семье. И поэтому много детей, и поэтому никаких там условных, а я не в духе и все всегда, и все нормально. Вот, поэтому это очень, я сейчас очень многозначно это слово говорю, да, вы понимаете. И здесь, опять-таки, личное убиралось в сторону во имя традиционного, во имя группового, во имя такого наверное, какого-то надсоциального в какой-то мере даже. Ну, если раньше брак, скажем так, это был некий гражданский акт, да, что для нас сейчас брак, да, то есть это не просто какое-то социальное действие, которое должно сохраняло и сохраняет наш народ, но чем стал брак сегодня для молодых людей? Ну, во-первых, возрастные показатели, да, то есть когда мы вступаем в брак, для чего мы вступаем в брак? Возраст вступления в брак – еще один показатель демографического поведения. Возраст вступления в брак сейчас для крымских татар значительно увеличился. То есть если раньше до 22 девушка не выходила замуж, все понимали, что-то тут не то. Да, и все так начали сопереживать, сочувствовать, интересоваться. Ну, что ж там так не случается-то. То сейчас, я уже говорю без иронии, возраст вступления в брак значительно поднялся. Мне кажется, по наблюдению за моим окружением, это где-то лет 25-28 для девушек и 28, 32, 36 для парней. Ну, мне так кажется, потому что я все-таки представитель городской культуры. Мне кажется, общая тенденция такова. 18 лет выходящих девушек, ну, насколько, может, я хочу это слышать, на самом деле, не знаю, говорят о том, что «кайдабу аш хая». Вот, такое вот несколько... Мне кажется, речь идет больше о том, что молодых людей, как мужчин, так и девушек, сейчас основная цель родителя – оснастить какими-то социальными навыками. То есть научить чему-то. Зенату Олсен – это было всегда в нашем народе, это было всегда очень важно, но абсолютно не приспособлено без навыков ребенка своего, родители, ответственно родители, мне кажется, сейчас в свет не выпускают. То есть хочешь ты не хочешь, может не так, как раньше, эмбрион должен быть либо юристом, либо экономистом, сейчас выбор значительно больше, или медиком. Кстати, очень хороший аргумент для, опять-таки, это вариант традиционного мышления. Я недавно услышала, «Вай, нас Гузель Кельна, медсестра Дао». Вот. Очень классный аргумент, на самом деле рабочий. Но это не шутки, это последствия ковидного периода. Это не шутка, это абсолютная не шутка. Гузель Кельнулар, да, вот, ну, да, аргумент, да, не спорю даже, почти. Смотрите,
Понятно, что возраст вступления в брак поменялся, да, и вот эта ваша фраза про профессию и про, скажем так, вывести в свет с каким-то социальным багажом, да, с каким-то индивидуальным багажом, или, как принято сегодня говорить, фидбэком определенной истории. О чем это, если мы говорим про ценности? Да, какая-то ценность для крымских татар, о чем это говорит в контексте наших ценностных предпочтений? Это прежде всего про выживание. Это прежде всего про то, что борщ олса, броза калмас, борщ олса, баласна отмек топар. Теперь уже, конечно, не только отмек. Сейчас отмек нужен будет там с сыром, желательно с таким, с колбасой, не с такой, а вот с такой и так далее. То есть целая куча, я сейчас на самом деле примитивизирую, речь об том, что наши потребности значительно расширились. Но они все так же в формате выживания. Они фундаментально в формате выживания. Но понятие выживания мы вкладываем в совсем другие смыслы. Ну давайте тогда подробнее про выживание и саморазвитие. Мы-то понимаем, о чем речь? Саморазвитию мы сейчас подойдем. Отлично. То есть мы говорим о выживании, но в формате не физического выживания, а социального выживания. При соответствующих статусах, при соответствующих ресурсах, при соответствующих заявках, при социальном признании. Вот. Мы сейчас своих детей, ну мне так кажется, мы ориентируем именно вот на это. Не столько и не только про деньги, сколько про навыки, про статусы, про признание. Почему нам важны навыки, статусы, признания? Потому что это про саморазвитие, про дальнейшее выживание и реализацию себя, во-первых, как индивида, во-вторых, как крымского татарина. То есть здесь мы говорим о изменении содержания нашей этничности. Нам теперь не столько важно физически сохраниться, сколько сохраниться уже, даже не сохраниться, неправильное слово, заявить о себе. Когда этот переход случился от сохраниться к заявить? Мне кажется, середина 2000-х. С чем связываете? Есть ли какое-то знаковое событие или еще что-то? Не знаю, Ленора Хану, может, вы видите знаковых событий. Мне кажется, здесь речь идет о экономических возможностях. Параллельно. Когда мы стали образованнее, мы стали гибче, мы стали адаптивнее, и мы стали понимать те возможности, которые нам судьба давала. Возвращаясь к образованию, да, по поводу молодежи, которая стремится получить это образование, и родителей, которые, в общем-то, с вот такого возраста нацеливают на какую-то историю успеха, которая обязательно включает вот получение образования и наличие диплома. В этом смысле какое значение мы вкладываем в образование? Это опять все ценности выживания или уже есть какие-то дополнительная нагрузка? Это ценности самовыражения. Это уже ценность самовыражения. Посмотрите, я в силу своего рода деятельности все меньше и меньше год от года вижу детей, которых заставили родители. Вот честно. Вот я уже 9-й год декан, вот за эти 9 лет я вижу мотивацию поступления. То есть, если раньше было очень много «мама хотела», там, или папа хотел, особенно это касается целого ряда. Вот, не знаю, как у вашем коллеги окружения, но мне кажется, медицина вот из тех неизбыточных родительских желаний и мечт. Когда мама хотела научиться на скрипке играть и заставлять своих детей, хочешь, не хочешь, но смычок у тебя в руках. Вот. То же самое происходит с целым рядом образований. С юридическим, медицинским, экономическим. Вот это та сфера желаемых родительских фишечек, которые они хотят апробировать на своих детях. Они хотят, чтобы их дети были этим. Наверное, да, это правильно. Я не осуждаю сейчас это. Я не говорю про это. Мы просто фиксируем. Да. Но со временем становится больше тех людей, тех студентов, которые говорят, это был мой выбор. Вот. И таких действительно очень много. Причем я хочу обратить внимание, что наши дети значительно гибче чувствуют конъюнктуру. Значительно гибче знают, где, простите, больше возможностей, больше ресурсов. И мы с нашим опытом не совсем им порой бываем нужны. Я говорю о среднестатистических родителях. Я не говорю о родителях, которые в тренде, я не говорю о родителях, которые в динамике, которые погружены в общемировые такие контексты. Я говорю о среднестатистических родителях. Можете не показывать это детям, вот, на самом деле, но по секрету вам скажу, наш опыт им не нужен, потому что мы разные поколения.
Про поколение, раз уж вы задели эту тему. Во-первых, давайте вернемся чуть-чуть на полшага назад про опыт и знания. Да? То есть, насколько нам с вами известно, одним из маркеров, да, вот этой вот смены поколений является нежелание нового поколения обращаться к опыту или неактуальность опыта прежних поколений. О чем это говорит? Что это за такой индикатор состояния общества? Во-первых, это было всегда. Прежние поколения никогда не хотят опыта, вернее, особенно сейчас не хотят. Раньше было, потому что в традиционном обществе поколение из поколения не отличались ничем. Как было 20 лет назад, 30, 50 лет назад, так будет всегда. То есть не изменялись ни условия, ни экономические развития, ни технические. Как только нет изменений, традиционный опыт нужен всегда. Но как только есть изменения, опыт предыдущих поколений в прямом смысле не нужен. Но я хочу, чтобы меня сейчас здесь правильно поняли, понимаю, что кто-то готовится, может меня там запустить чем-нибудь, ты про что тут говоришь? На самом деле я говорю про то, я говорю об экономическом опыте, но я не говорю о ценностях. Инструментарий в том Да, числе. об инструментарии, о моделях поведения каких-то экономических. Вот в данном случае мы находимся в очень сложных условиях, крымские татары, потому что мы должны меняться, как бы должны, время показывает, все показывает технически. Вы посмотрите, как технически все изменилось. 20 лет назад еще не у всех были компьютеры дома. 15 лет назад появился массовый интернет, условный для всех. Мобильные телефоны. Это все каждые 5, ну, условно 5 лет в широком масштабированном смысле, а так еще быстрее. К чему? То есть мы должны меняться, потому что меняется время, но мы не можем меняться, потому что мы тогда теряем традиции, теряем свою, вот те корни. То есть вот в этом крымские татары находятся в очень сложных условиях. Ну, у нас получалось оставаться крымскими татарами в той среде, которая, ну, скажем так, нивелировала любую этничность, да, нивелировала любые, как я называю, первичные признаки этноса, да, там язык, культура и так далее. Получится у нас сейчас? А мы были замкнутее, чем сейчас. А мы были значительно закрытие, чем сейчас. Бусаган кечтен татар рустрину бельгеном унут было всегда. То есть у нас был социальный формат общения и внутрисемейный. Внутрисемейный был подлинным, внутрисемейный был крымско-татарским. Он был на языке, он был с песнями, он был сказками, он был с Барзаманда Бари до Барзаманда Йокада. То есть он был первично, как вы говорите, крымско-татарским. То есть первичный социальный опыт ребенок получал в семье, он был позитивным, он был таким, что здесь тебя примут, поймут, приголубят, простят, и все будет хорошо. И тебя здесь поддержат. Это вот то, это дом, хоранда, это самое главное. Сейчас вот этого, хотя ценности семьи, наша с вами исследователь Нура Ханум говорит об этом, крымские татары сейчас понимают ценность семьи, говорят о том, что это самое важное, самое ценное, что у нас есть. И все, откуда мы начинаем, все из семьи, Айляде Башлана, очередной новый нарратив нашего с вами сознания крымско-татарского. Но сейчас семья не стала вот тем островом формирования крымско-татарскости. Мы не совсем и не всегда говорим на крымско-татарском языке. Более того, в семьях мы, к сожалению, к большому сожалению, не формируем навыки владения языком. Что случилось? Почему крымско-татарская семья, которая была такой крепостью, да, и, собственно говоря, крымско-татарскости, да, и тех традиций, которые там передавались из поколения в поколение, почему вот это вот случилось? Да? То есть параллельно мы развиваемся, да, вот те самые ценности самовыражения и развития, мы открываемся миру, впитываем в себя какие-то новые навыки и новые знания, но в то же время теряем вот эти вот, скажем так, красные флажки своей этничности. Как синхронизировать эти два процесса? Не знаю. Не бейте сильно, но я на самом деле не знаю, как ответить на этот вопрос общее для всех. Потому что каждая история, она про свое. Каждая история – это про какой-то личный опыт. Почему так случилось, не знаю. Модно сейчас вроде как быть крымским татарином, а владеть языком тоже модно, а не получается. Поэтому я не могу сказать, это очень много маленьких таких вот атомизированных форматов, ну, на мой взгляд. Может, если кто-то возьмет на себя смелость, скажет, что вот потому что. А я не знаю, почему что. На самом деле не знаю. Атомизация общества – это тоже одна из характеристик нашего сегодняшнего состояния. Атомизация крымско-татарского общества. Да. Та самая история про большое личное доверие, когда мы объединяемся ради какой-то беды, и отсутствие того самого институционального доверия. Да, вот здесь, Ленора Ханум, вы очень правильно, мы с вами в одном
одни очки у нас все-таки, и лопаты у нас тоже одни. Да. Поэтому, да, действительно, здесь можно говорить о разной степени индивидуализации. Есть индивидуализация, когда человек, будучи в обществе, никому не верит, вообще никому не доверяет, ни с кем не строит отношения, ни с кем не сотрудничает. Это плохо, потому что в любом случае любое социальное взаимодействие – это про доверие. Начинают с семьи, семьи не бывает, если в ней нет доверия. Доверие между мужем и женой, доверие между детьми и родителями и принятие. Вот отсутствие доверия – это абсолютно негативная тенденция. Мы этим не отличаемся. Есть другой, мы немножко в другом контексте. У нас недоверие больше институционально, о чем вы говорили, мы не доверяем институтам. Условно говоря, это про то, что можно… Проверяется двумя вопросами. В трудную минуту куда вы обратитесь? К друзьям или к неким другим или к структурам, и где вы попросите денег. Пойдете к друзьям и пойдете в банк. Вот если вы отвечаете, что мы пойдем в банк просить денег, тогда у нас степень доверия внутриэтническая очень низкая. Мы не доверяем друг другу, мы идем банку доверяем. Мы сейчас, можете сказать, что многие сейчас головой крутнутся. Ну так выгоднее, так ты никому не должен. Это все остаточное. Это вопрос все-таки про доверие. Или ты пойдешь по друзьям, скажешь, что условно там мне по $500, ну край надо, дайте, пожалуйста. И дадут ли тебе или нет. Это обратная сторона. Это обратная сторона. Попросить-то ты можешь, но зачастую ты не просишь, потому что не дадут. И второй вопрос, а как отдавать будешь? И получается, как в том анекдоте, когда Мойша не спит, а Сара рядом, что ты, говорит, не спишь? Так, говорит, он говорит, Изя мне $200 должен. Ща, говорит, Изя, Мойша тебе не отдаст. Теперь пусть он не Теперь спит. он не спит. Вот у нас вот это про это. То есть у нас, тут вот мы о тонких вещах говорим, ну, не знаю, насколько это понятно. Опять-таки, доверие может быть разным, но оно должно быть. Доверие может быть между друзьями, между коллегами и прочим, и доверие может быть к органам власти, к институционализированным началам общества. И это разные степени доверия. Причем оба эти доверия предполагают как бы развитие общества. Но это все про индивидуализм. Почему важно, почему мы так много и часто говорим про доверие? Почему это опция и функция must-have, что называется, в нашем обществе? А потому что мы по-другому не выживем. Потому что доверие – это, еще раз, основа социального взаимодействия. А для нас это очень важно. Бзымксы, не бзымксы у нас всегда работает. Бзымксы – это про доверие. Ну, я здесь не могу не согласиться, потому что любое институциональное доверие – это основа для каких-то социальных и гражданских успехов. Да? Опыт успешного гражданского акта – это всегда про успешное новое поколение, которое его переймет, что называется. Да? Вернусь немножко к образованию. Мне кажется, вот ответ на вопрос, как синхронизировать и как сохранить свои границы этничности, в том числе заключается в образовании. Мы готовы сегодня с помощью вот образовательных институций, ну так вообще, что называется, осуществить, скажем так, эту задачу, реализовать эту задачу, сохранить свою этничность. Что у нас с образованием и отношением к нему? Мне сложно говорить, потому что я не охватываю всю систему образования. На самом деле, как бы, ну, объективно не могу. С образованием сказать все плохо – неправда, сказать все хорошо – тоже неправда. То есть мы где-то с переменным успехом институционализируемся, то есть у нас очень много этнических центров развития, что очень классная, хорошая, правильная тенденция. У нас очень много возможностей для личного саморазвития, посмотрите те технические возможности, которые дают, и не развиваться сейчас, не саморазвиваться сейчас, это, простите за некий такой пафос, да, это преступление перед собой и перед своими будущими детьми, если у вас таковых не имеется. А если имеются, перед тем, перед настоящими. То есть сейчас время саморазвития, сейчас время возможностей, сейчас время, когда человек, все в твоих руках. Ты ленту свою подпиши в социальных сетях. Не смотри там условно, как очередной там, 555 раз какой-нибудь кулинарный рецепт, хотя, прошу прощения, может, сейчас меня тоже будут ругать. Вот. Не про это. Кулинарный рецепт тоже зачастую про развитие. Потому что восстановление наших кулинарных традиций – это про исследование, это возврат к нашему. Это, про кулинарию это тоже очень важный момент, не будем уходить. Вот что, Ленора Ханум, у нас с вами не совсем… специалисты. Да, мы не специалисты, мы так, любители. Да. Вот. На самом деле, не смотрите пустой информации, я к чему говорю.
Я всегда своим студентам говорю, они не дадут мне соврать на самом деле, да, Рустем, в том плане, что не тратьте время, чему ты учишься. Ты 20 минут посидел в телефоне, чему научился, что тебе дало? Что тебе это дало? У меня было время такое, правда, сразу скажу, что я с дистанции потом сошла, где-то детям моим на лет, наверное, было по 13-15, а младшим там, сколько там, получается, 4-5, у нас был такой, вот вечером собираемся, что нового узнали за день? Коротко, тезисно, 2-3 предложения, что нового узнали. Условно, что у зебры молоко розовое. Глупость, зачем она нужна, какой цвет у зебры молоко? Но это про эрудицию общую. Это про общие знания. То есть неважно было из какой области, что нового. 1, 2, 3. Признаю, я сошла с дистанции первой. Они учились быстрее, они узнавали больше. Эрудиция в разной области знаний много, знать много, читать много. Читать это же, они же книги не читают. Да, они не читают книги, потому что у них есть другие возможности. Мы сейчас с вами находимся на стадии еще одну сложную, я скажу, научную категорию. Мы находимся на смене коммуникативных технологий. То есть мы поколение книжное, а они поколение не книжное, потому что они информацию получают не из книг. Здесь большая часть людей, которые ходили в библиотеку раз в неделю, думаю, да? Собирались в пятницу с пакетиком, сеточкой, пакетик не было, сеточка с книгами, идешь в библиотеку, меняешь, там еще 3-4 книги на неделю приносишь. Ты в течение недели не мог пойти в библиотеку, потому что библиотека далеко, ты там потерялся в книжных полках. Вот. Но опять-таки мы получали знания так. Это наш опыт. Они получают знания по-другому. Это их опыт другой. Поэтому неважно откуда, знаний много, разных. Читать много. Не тратить время. Время самый ценный ресурс. Время настолько ценный ресурс. Его нельзя тратить просто болтать ногой. Болтаешь ногой, качай мышцы. Все. По-другому не должно быть. Потому что время быстрое. Если прежнее поколение жили, когда время медленнее текло. Нет, время текло так же. Земля не стала быстрее крутиться, все это, наверное, ерунда. Там 1 секунда за 100 лет прибавлена к обороту Земли вокруг своей оси, это ни про что. Почему стало время течь быстрее? Почему в нем нет берекета, да? Вот говорят, что нет во времени берекета. Потому что мы стали быстро двигаться. Мы убыстрились. Мы все делаем быстрее. Элементарно, вода. Если раньше постирать, что надо было сделать? Сходить, принести, унести, хотя бы на родник сходить, в ледяной воде помыть. Что мы сейчас делаем? 3 условных Ленимся движения. достать постиранное белье из стиралки. Ну, на самом-то деле. То есть мы вот на эти вещи стали тратить минимум времени, а значит, мы стали успевать больше дел. Больше дел. Поэтому в том, что мы много, быстро в течение дня делаем действий, нам кажется, время течет быстрее. Поэтому эти действия должны быть полезными. Они должны принести, простите, просто выгоду. Выгода может быть абсолютно разной. Про поколенческий разрыв, Алиме Ханум, вы уже затронули фактор инструментальный, да, то есть поменялась техническая среда, да, нашего обитания, как минимум. Есть такая фраза о том, что если новое поколение не похоже на прежнее, то это значит, общество меняется, там, народ меняется и так далее. Каков наш поколенческий разрыв? Мы такие же, как наши родители, мы такие же, как наши Хартаналар Диделер, или мы уже другие? Это еще одна такая цифровая неоднозначная позиция, да, в разных обществах это по-разному. Как известно, ВОЗ продлил период молодости до 40 лет. То есть 40 лет – это еще молодость. А раньше было чуть-чуть за 30. Чуть-чуть то есть, за 30? Да, То есть у нас амнистия возрастная. Да, 35 лет – это уже, балабансинг да энды, да, было, да. То есть здесь, во-первых, самое главное, продолжительность жизни, она увеличилась. Как только увеличится продолжительность жизни, значит, увеличивается и вот эти вот временные поколенческие разрывы. Если условно раньше 50 лет это было уже если уже платочки, я, например, бабушек своих обеих помню в платках. Вот я не помню их без платков.
Причем платочка и платьишко должно было быть одного цвета. Это было вообще Стиль. такой стиль. Да. Вот, это было очень стильно. Моя мама уже платка не носила. Вот, мы тоже уже совершенно его не носим. Вот, то есть это был борода. Еще один важный момент. Да? Сакал дувасы было всегда. И это было признание, никого не хочу обидеть, но это был статус, это было признание возраста. Это было после 50. Вот. То есть какие-то такие традиции, я чувствую волну возмущения, конечно, но сейчас это не возрастной показатель, посмотрите, это совсем не возрастной показатель, это абсолютно не возрастной показатель, это показатель, не показатель статуса. И таких примеров можно привести на самом деле очень много. Поколения быстро сжимаются. Теория поколений вообще как таковая возникла всего 100 лет назад. То есть всего 100 лет назад наука пришла к мнению, что поколения меняются, их надо изучать. Это было в немецкой социологии 20-х годов прошлого века. До этого вообще вопрос о поколениях не ставился как таковой. Да, отцы и дети был такой философский, может, какой-то протестный контекст, да, то есть оно было всегда, но вот так нет. И плюс ко всему, если раньше мы говорили поколение 50 лет, потом поколение стало 25 лет, мне кажется, сейчас поколение 10-12. Сокращается дистанция? Да, сокращается. Значит, а еще будет еще быстрее сокращаться. С техническим развитием и расширением возможностей поколение будет сокращаться еще больше. Мне кажется, что 2 года, вот студенческий такой контекст, мне кажется, уже 2 года. То есть нынешние первокурсники не такие, как нынешние третьекурсники. Ну, это по моим наблюдениям. Работа в университете. Работа в университете, да. Это подтверждает, да? Мне кажется, это да. Да, это так. Про ценности. Вернемся к этому. Кто формирует ценности? Что у нас с этим? Кто у нас актор формирования этих самых ценностей? Ну, это не меняется. Семья, окружение. Сейчас средства массовой коммуникации. Лидеры. Разные лидеры. Почему это очень важно сейчас, вот общие такие персоналистские, да, бэкграунды, персоналистские статусы, это очень важно. То есть здесь лидеры все-таки становятся успешными. И, конечно, это же блогеры, не только блогеры, здесь не только блогеры. Блогеры про ценности или блогеры про тренды и такой хайп, скажем так, даже не тренды, это а про про все. хайп. Если общество готово к хайпу и отказывается от фундаментальных вещей, это тоже про общество. То есть общество так называемых серферов с нечетко выведенными трендами, по большому счету, может потеряться вот в глобальных предложениях и потерять вот те самые символические границы этничности. Может быть, а может наоборот популяризировать. Если поймать этот хайп. Да. Нарративы. Мы уже немножечко задели этот вопрос, и он, в общем-то, напрямую касается с нашей рождаемостью и смертностью. Да? У нас есть свои такие нарративы, достаточно яркие и популярные, которые были популярными в определенное время. «Дёрт без нахуртараджах». Я неустанно повторяю этот самый нарратив. Про что он и что у нас в этом смысле наше отношение или наше состояние, да, в этом контексте рождаемости и смертности. Не совсем поняла, простите. У нас есть нарратив «Дёрт без нахуртараджах», и это про ценность численности нашей. Да? А наша численность напрямую зависит от тех процессов, которые происходят у нас с рождаемостью. Да? Понижается она, каковы тенденции к понижению, к повышению рождаемости, что у нас со смертностью? Общие тенденции, насколько мне, то, что мне доступно, общие тенденции рождаемости у нас растут. И интересный факт, я не знаю, мне так, по моим наблюдениям, очень много семей, которые решили родить третьего и последующих детей в значительно зрелом возрасте, 37-38 лет. Вот третьи дети у большей части семей это вот этого возраста. То есть первые 2 это как бы дети ранние, условно ранние, да, первой половины, там, первых 5-7 лет брачности. Социальная миссия. Да, то, что должны быть. А третьи дети, я не говорю, что они стали сюрпризами, это не киндер-сюрпризы. Хотя, конечно, доля вероятности в этом тоже есть, вот, но это осознанное решение. Вот эти дети после 38 – это осознанное решение.
И я очень когда-нибудь, когда у меня руки дойдут до этого, я посмотрю наверное, я думаю, вместе как-нибудь это дело, может, даже сделаем, по тенденциям численности и рождаемости. Мне кажется, это вот это осознанные дети, 3-й, 4-й, возможно, где-то и 5-й, это потом стихийный характер приобретает, наверное. Вот, поэтому это про осознанность. Это про осознанность. Нарративы. Дёрт бізні хуртараджах, один из них. Дальше у нас была Сенхрем Татарсон, Чаресна Тапарсон. Что у нас еще было? Весь народ не может быть диссидентом. Что у нас еще было? Родина или смерть. Родина или смерть. Крым для крымских татар, Крым по венам. Так, Крым по венам. Ну и последний, который стал, в общем-то, после премьеры клипа Храдинис Продакшн «Темель», «Эршей Айледен Башлана». 6-дневный тренд, да, получается? Шестидневный тренд, но, по-моему, он набирает... Вот там мы его за хвост уже поймали, он действительно очень популярен теперь, и в этом очень глубокий смысл. На самом деле нарративы — это то, с помощью чего крымский татар транслирует, очень кратко транслирует свои ценности. Опять же, мы про семью можем говорить очень долго и много. Почему? Потому что для меня кажется, что это главный институт, который пережил вообще абсолютно все катастрофы и катаклизмы, которые с нами происходили. И это был главный институт, который транслировал наши ценности. Семья как социальное явление, что она для нас значит? Все, мне кажется, максимально все. Максимально все. И здесь очень важно, что мы, живя в своих семьях, понимаем вот то соотношение свободы, дозволенности, красных линий и так далее. Вот многие семьи вот эти красные линии внутренне очень четко огораживают. Вот, и все так живут в негативном смысле. Да? Что ты паришься, все же так живут. Не, вот все так не живут. Мы как бы как самоочищающиеся аквариумы. Мы очищаемся от этого. Внутрисемейные отношения, да, отношения между мужчиной и женщиной. Мы сейчас заходим на такую тему, которая, в общем-то, нас в чем-нибудь обвинят, как всегда. Мы сейчас обидим всех и сразу, говорите. Ну, не в первый раз, ладно, Да, ради всех бога. и сразу, уж пошли, давайте. Давайте обижать всех, пошли всех обижать. Да. И мужчин, и женщин. Чтобы не обидеть никого, обидим всех, да? Да. Внутрисемейные отношения, отношения мужчины и женщины, это ведь тоже фактор определенный, демографический фактор, скажем так, да, то есть как мы относимся друг к другу, я имею в виду мужчина к женщине и наоборот, и что для нас означает вот эта вот химия, которая происходит между нами. Вы зачем сейчас такие вопросы задаете? Нурар ханом, зачем? Давлю Ну, на зачем вам это надо романтические сейчас? кнопки. Я не могу сказать о отношении мужчины и женщины, я могу говорить уже женщины и мужчины. Вот об этом могу сказать, а все остальное не могу говорить, бо это так, кривая оптика совсем, не могу говорить. Поэтому здесь я могу сказать, что женщина хочет от своего мужчины прежде всего доверия. Опять доверие. Доверие. Все отношения про доверие, лично у меня. Вот могу доверять, не могу доверять. Не могу доверять, все. Нельзя, не работает, не могу работать. И я думаю, что у многих людей так. Это про доверие, это про уважение. Это не про самореализацию, сразу говорю, что, я думаю, я очень хочу, чтобы мне поверили. Потому что в данном случае, говорю, ты же делаешь карьеру. Не, карьера и семья — это вообще разные вещи. И карьера получилась, может мне кто-то не поверит сейчас, на самом деле, ваше дело, как хотите. Карьера у меня получилась относительно вторично, вот честно. Оно получилось очень... Диссертацию я писала 10 лет. Перед самой защитой мой тогда еще младший сын, сейчас он средний, порезал мне отзыв. У меня в пятницу защита, а он режет мне отзыв. Я причем встаю утром рано, думаю, что-то не то с этим столом случилось. Все чисто, все, а не то. Подхожу, начинаю искать, а мне отзыв из Украины, с Черновцов, что ли, приехал. Нет отзыва. В пятницу защита, второй отзыв получать не успеваю. Я думаю, я его там, я не знаю, что с ним сделаю. Заранее скажем, что Илья жив, с ним всё жив, здоров, да, все нормально. Хабак куда дел? Он говорит, что ты? Я говорю, наптен. Он говорит, аппликация. Вот. Эту аппликацию достали, склеили, перебрали, перепечатали, отзыв вернулся. Вот такие вещи бывают на самом деле. 10 лет диссертации, потому что они были маленькие, потому что я засыпал с учебником немецкого языка, с грамматикой немецкого, до сих пор глаз дергается. Вот такой учебник, не помню чей, он просто дух меня заваливал. Вот. И оба с двух сторон, потому что еще где-то у меня до этого лежала книжка каких-то сказок очередных. Вот. Учебник грамматики немецкого здесь, с двух сторон они, и сказки какие-то там. Я на самом деле про социальные роли, да, мужчины и женщины.
Мужчина должен быть мужчиной, как ни парадоксально это звучит. Женщина должна быть женщиной. Вот. Это про ответственность. А это про ответственность. Это не про доверие, это про ответственность. Там, где берет ответственность мужчина, женщина ее на себя не возьмет. А там, где берет ответственность на себя женщина, мужчина перестает быть мужчиной. Простите. Обидела всех? Есть. И женщин с ответственностью, и мужчин без ответственности. Всех обидела, никто не обиделся. Всех обидела, все. Да, да, я как раз хотела сказать, что если у вас есть вопросы, Буюрнус... Сейчас еще обидим. Да. Есть? Мы так можем до вечера, да, Ленара? Нет, да, у нас не остановить. Меня немножечко напугал ваш вывод о том, кто формирует сейчас ценности. Я, возможно, просто неправильно поняла, что вот блогеры, там, социальные сети, вот это тот социальный институт, если его можно так назвать, я его иногда называю просто канализацией, который формирует наши ценности. При этом все начинается с семьи. И при этом, насколько я знаю, результаты той великой работы, которую вы делали и продолжаете, насколько я понимаю, делать, это социологические опросы, крымские татары в условиях политической трансформации. Люди всегда говорят о том, что их ценности в семье, да? И семья и хранитель ценностей, и значит и инструмент для формирования ценностей, потому что все, что мы слышали потом, это тоже об этом. Насколько, возможно, я просто ошибаюсь, в этом либо противоречие, либо какая-то скрытая, такая латентная опасность, если мы доживем до такой социальной ситуации, я бы сказала, моральной даже ситуации внутри народа, если наши ценности будут формировать соцсети. Вы отвечаете, я отвечаю. Лилия Ханум, это не исключающие вещи. Семья формирует базовые ценности. Семья формирует доверие, представление о добре, представление о мужском и женском, представление о том, как должно быть. Социальные сети, допустим, условно, те же нарративы мы откуда получаем в массовом контексте? Откуда мы черпаем информацию? Сейчас уже из социальных сетей, раньше, условно говоря, из газет. Да? Вот именно. То есть откуда мы берем информацию вообще? Не опыт, не представление. Нарратив – это фраза, которая стала крылатой. Назовите мне хоть один пример, хоть одного ресурса, блогера, я не знаю, ветки обсуждения, которая действительно оказала вот такой, ну я не знаю, поколенческий просто какой-то, поколенческое влияние. Ну, я сейчас немножечко приоткрою двери к тому продолжению нашего исследования, которое мы сейчас вот в процессе, что называемся, да, и у нас уже есть определенные данные, которые позволяют говорить о том, что некоторые ресурсы, к которым мы с вами имеем непосредственное отношение, Лилия Ханум, они меняют такие отношения к реальности, они формируют определенные ценности, и это тоже есть, это про тренд. Я воспользуюсь фразой, которая была озвучена тоже, кстати, преподавателем Крымского инженерно-педагогического университета Зинуроджа Абдураманов. Он сказал, нет, пардон, это выпускник сказал, Осман Аметов, выпускник КИПО, сказал, что есть тренды, а есть хайп. Да? И вот тренды — это про долгосрочные какие-то перспективы, а хайп про сиюминутные какие-то вещи. Поэтому здесь нужно как бы ранжировать, что мы имеем в виду. Поэтому да, и хайп тоже может определять какое-то настроение и какая-то задача. Вопрос, как долго проживет. Вопрос, как долго выдержит, скажем, да, вот этот социальный пресс и так далее. И еще один очень важный момент. Мы привыкли видеть масштабные вещи. Вот оно большое, вот этот мамонт, он здоровый. Но современный мир — мир множеств. Сочетание этой мозаики. Современный мир как пазл. Ты его собираешь из разных кусков, и становятся общие картины. Вот он пазл семья, большой кусок, много пазлов. Вот он пазл мой опыт. Условно, моя первая любовь, моя школа, мой университет. А вот был классный препод, он на меня сильно повлиял. И наша матрица сейчас
Наша жизненная матрица, по крайней мере, мне кажется, у моего поколения, а у поколения младше пазлы еще мельче. У нас они достаточно крупные, у них пазлы еще мельче. И вот эти вот мелкие пазлы, из которых складывается картина нашей личности, картина нашего мировоззрения, это все в общем. Это все в общем. Если раньше условно был такой контекст, да, ну, простите, опять-таки, нас обижать так у всех с музыкой, все мужики СВО, да? Вот был нарратив. Нифига! Не так, не так, не так. Сейчас так не работает. Нельзя все подводить под одну. Все блондинки дуры. Простите, еще обижу кого-нибудь сейчас. Вот, да, там Нормально, все... не ханум, Да, Нора Ханум. Простите, простите. Мы с вами подружимся. Тут много можно вещей говорить. Это не про обиды. Это про шаблоны. Современный мир – мир шаблонов. Современный мир – мир множества. И почему раньше, если ты не подходил под шаблон, ты оказался за бортом. Ты не в шаблоне, ты не такой, как все. Сейчас ценность именно того, что ты не такой, как все. Это тоже, к сожалению, может быть стать шаблоном. Не быть таким, как все, это тоже может быть теперь шаблон, вот это плохо. И поэтому говорить о том, что вот это влияет, это не влияет, это все наша мозаика. Это все, что мы собираем. Это все, что мы получаем в конце. И даже конец вопрос очень относительный. Человек всю жизнь учится. Вот. Что, конец – это что? Когда ты перестаешь развиваться, когда ты перестаешь получать новые знания, когда ты перестаешь получать новый опыт. Или это когда физический конец. Или это физический конец. Да? Да, это физический конец. Или это физический. Что значит конец? И даже конец сейчас непонятен. То есть нет вот этих однозначных ответов, нет однозначных рецептов, нет протоколов лечения, нет одинаковости. И вот мы с вами в этой истории про разное должны сохранить свою одинаковость, как крымских татар. Вот в такой миссии мы с вами и находимся. Кстати, можно, да, я еще один вопрос задам? Никто будет. Звучала мысль о том, что Ленора Ханум спрашивала, почему мы в советской агрессивной среде, которая нивелировала вообще всякую этничность, ну, кроме этничности старшего брата, мы сохранились, и вы сказали, что потому что мы были в замкнутом мире, да? Ну, создали для себя замкнутый мир. Не кажется ли вам, что и сейчас мы в замкнутом мире? Ну, по крайней мере, с морально-нравственном как бы вот алгоритмах, если рассуждать, то мы точно, мне кажется, в замкнутом мире, мы отгораживаемся от расчеловечивания, отгораживаемся от агрессии, и нас можно уже обвинить вообще в непреднамеренном милосердии излишнем. Вот сейчас это отгораживание будет способствовать нашему сохранению, ну, не физическому, естественно, вот сохранению нашей этничности, сохранению как нации, как народу, как крымские татары? Или у меня, может быть, субъективное такое мнение, что мы сами для себя опять создали вот этот мир, в котором нам комфортно, потому что нам не то, что страшно, нам просто не хочется в окно выглядывать. Не знаю. Не знаю, не факт. Не факт. Раньше отгораживание, оно было качественно другим. Отгораживание раньше было без... даже не знаю, как объяснить это отгораживание. Есть такая тенденция, немного с другой стороны, не знаю, согласятся ли слушатели со мной или нет, есть такая тенденция, мы становимся татарами больше за пределами Крыма. Может быть. Но языком в семьях стараются владеть за пределами Крыма, мне кажется, больше, по крайней мере, транслировать это больше, чем здесь. Не знаю. Будет способствовать нынешнее наше зацикливание, захлопывание такое сохранению, возможно, потому что мы будем сохранять ценности какие-то. Сохранению крымско-татарскости не факт. Не факт. Очень хочется надеяться, что да. Очень большую роль играют смешанные браки и понимание себя, своей идентичности. Вот, то есть тут, если раньше, посмотрите, если до депортации даже из соседнего села не брали, но если из соседнего, то очень близкого села, вот, и условно куда-то за пределы было очень нехорошо, это про всех. Это про всех. Вот, не знаю.
Скорее всего, язык — это тоже один такой маркер болезненный на самом деле. Болезненный маркер. Владеть языком надо обязательно для всех, но опять-таки я не хотела, в самом начале скажу, что надо уходить от понятия «должен» и «надо», но возвращаясь, наверное, уже завершая, говорю о том, что язык надо сохранять всеми абсолютно возможными способами. Но если ты сохраняешь язык, но ведешь себя совсем не так, как надо, не так, как по-крымско-татарски это правильно, ну тогда, простите, о чем мы? О чем мы? Сагун Салиме Ханум, есть у нас еще один вопрос. Можно Диляре Ханум микрофончик? Алиме Ханум, смотрите, совершенно понятно, что педагоги, будучи педагогом, вы тот человек, который передает следующему поколению знаний вот эту ниточку. Будучи как социолог и политолог, вы, наверное, врач. И вы, наверное, определенным образом занимаетесь измерением температуры нашего общества крымско-татарского. И понятно, что в разные времена были разные цели. Вот больной, условно, какой у него прогноз? Что нам делать? Возможно, у вас есть какой-то рецепт или подсказка, помимо сохранения языка и помимо того, что мы жили и будем жить в Крыму. И еще какие моменты помогут нам самосохраниться, потому что нас очень мало. Саулнас. Саулнас Диляра Ханум за вопрос. На самом деле средняя температура по больнице совсем не тот диагноз и не тот показатель, по которому можно лечить всех. Мне кажется, мы опять возвращаемся к тому, что наш национальный успех, этнический успех, не национальный в данном случае, этнический успех завязан вот на тех пазлах. То есть каждый из нас представляет пазл. Каждый успех отдельного из нас является успехом народа в целом. Мы не можем сказать, ай да, все вот будем вот так вот делать. Мы не можем это сказать. Сейчас время не массовой культуры, не массового общества. Как бы это ни казалось парадоксальным. Мы не говорим о массовости. Мы говорим все-таки о том, что каждый из нас, реализуясь лично, реализует нашу успешность нашего народа. И здесь примеров можно привести колоссальное количество. Все наши интересные, классные, узнаваемые проекты в разной сфере. Это про нас. Локка – это про нас. Джеваль – это про нас. Алем – это про нас. Наши художники – это про нас. Это все наше. А я не могу сказать, что я такой же классный скульптор, как Айдар Ага. Ну, колобка слеплю из пластилина. Все. Но это не перестает быть. Я не могу сказать, что я не ощущаю гордости за такие вещи, которые делает Айдар Ага. Вот на самом деле. То есть здесь вопрос не того, что ты делаешь лично, как сказать, как все. Вопрос того, что ты делаешь не как все, но у всех это откликается. Вот это очень важно, мне кажется. Я не знаю, насколько сейчас это понятно сказала, вот, не знаю, насколько как бы это сразу сходу понятно. Ну, мне кажется, мы уже говорили об этом, да, когда и писали книгу в том числе, да, и когда говорили о том, что индивидуальный успех – это общеэтнический успех в том числе. Ну и вообще мы переживаем век такой индивидуальной гордости в коллективных масштабах, скажем так. И тут еще один важный момент – твои дети. Вот когда ты смотришь на своих детей, испытываешь гордость за них, как за своих детей, и как представитель народа, значит, у нас есть будущее. Чохсаг, у нас, если есть вопросы, пожалуйста, Зория Ханум. Пардон, ну давайте, раз микрофон у вас уже, Мухаммед Бей. Очень интересная дискуссия, спасибо большое. Много тезисов, много вопросов, в голове сейчас каша. Ну, вот Лиля Ханум подняла очень важный момент. Я так просто несколько реплик, а вы уже как посчитаете нужным, так и ответите. Ну, семья. Вы говорили о семье. Раньше это было больше такой экономический интерес, сегодня это такой. Вот я бы хотел, чтобы вы немножко показали в контексте религиозной части нашего общества, ответили на этот вопрос. Второй вопрос – ассимиляция. Раньше было давление, сегодня это соблазн. Когда было давление, мы могли сопротивляться, а когда соблазн общества, новые технологии, социальные сети, здесь уже другая формула.
То есть сегодняшняя наша проблема, как уравнение с рядом неизвестных, и какой бы мы аспект ни взяли, вот, допустим, кто формирует, или Ханум, как мама, вот, сразу так, как же это, вот, должно быть так, да, должно быть так. Семья должна формировать, лидеры мнений должны формировать. Но если я посмотрю на своих детей, то я сегодня очень сильно переживаю. Это при том в моей семье, где постоянно говорится о ценностях, постоянно говорится на родном языке. Я не могу их вырвать из этой сети. Это не только интернет. Вот это вот миллионы этих блогеров, которые просто промывают мозги. Раньше были основные мазки, сегодня нет. Сегодня очень много мазков, очень много информации, это очень сложно. Саламс Мухаммедбей, механизм ременной передачи уже не работает. Кушагам аларам не аргумент. Аргумент, когда, вот в данном случае, я, наверное, в какой-то мере имела в виду вас и вашу семью, в том плане, что человек своим примером формирует своих детей. Что касается религии, ну я здесь скажу общеизвестную вещь, да, брак является сунной пророка, и цель брака – нахождение успокоения людей друг в друге. Вот это вот, ну, на мой взгляд, опять-таки, про доверие, про отношения, про ответственность, про взаимность, это про все. Это не значит, брак – это не когда за ручку и друг на друга. Брак – это когда в упряжке в одну сторону. Вот это про брак. Ну, в моем представлении. У молодежи, наверное, это немножко иное представление. Но еще раз, брак – это не про меня и его. Брак – это про нас. Мне кажется, это так. Мои уже почти скоро 50. Вот, поэтому мне кажется, это так. И в браке в каждой своей песочнице не играет. У нас одна песочница, одна стройка в прямом, в переносном смысле. Вот. И это то, что нас скрепляет и цементирует. Не скрепил, не цементировал, все, шагнул дальше, пошел. Вот. Это не то время, когда как бы, и брак не должен быть страданием для людей. Брак должен быть, еще раз, успокоением для людей. Вот так. Чохсагун Салими Ханум, ну здесь единственное, что можно добавить, что вырывать из сетей не надо, просто нужно дополнять эти социальные сети своим контентом, своим предложением. То есть не менять, не ломать какие-то стереотипы, а создавать свои. Вот те самые нарративы, Ханум, о которых мы говорили. Да? То есть заполнять это глобальное пространство своим агрессивным медиаповедением, скажем так. Чохсагун, Зоря Ханум, ваш вопрос. Сағолыңыз, у меня как бы два вопроса, попробую сформулировать их в одном. Как влияет на личность, по вашему мнению, на крымского татарина, на крымско-татарскую личность, то, что мы волей судьбы, сложившимися обстоятельствами, нашим возвращением оказались в местах компактного проживания? То есть мы, крымские татары, живем территориально в одном микрорайоне. Насколько это влияет на формирование личности молодого поколения вот сегодня? Салам, Зориханом. Наверное, вот один из самых, на мой взгляд, сложных вопросов, который у меня был сегодня задан. Вот на самом деле сложных. Потому что лично мой опыт говорит о том, что твои соседи – это первые люди, которые к тебе придут на помощь. Твои соседи в большей степени с тобой, чем по-другому. И вариант того, что, допустим, Гулечка, у меня там дом остался открытый, ключ вот там висит, зайди, закрой, пожалуйста. А? Вот мой опыт таков. Мой опыт таков. Поэтому я не могу, я не понимаю, когда соседи там с друг другом ругаются, годами не разговаривают. Я не понимаю это, я не понимаю, как это может быть. У многих опыт другой, поэтому я не могу сказать об этом. Но это важно. Важно при том, что мы формируем, наши дети растут вместе, а значит рождается то поколение более сплоченных, чем мы. Они не понимают, как расти не вместе. И парень из соседнего подъезда – это твой не просто сосед, он еще, возможно, твой брат, он, наверное, твой друг, он, наверное, такой же, как ты. И его успех – это твой успех, его поражение – это твое поражение. Когда мы будем это мерить так, сочувствием, соучастием, включенностью друг в друга, тогда наше совместное проживание будет очень ценным. А когда мы кабак-баш, бельмем-брыши, вот тогда это плохо. Вот
Вот тут мотивация взаимного проживания очень важна. Когда два соседа друг с другом не здороваются, а смысл нашего взаимного проживания рядом? Вот я не знаю, насколько я ответила на тот вопрос, как вы хотели это услышать. У нас всегда было понятие «джамаат тербиясы». Живет ли это понятие сегодня в нашей среде и как реагируют родители тех детей, которым сосед, будь то родственник, который живет рядом, делает замечания? Многие родители отрицательно реагируют на замечания, вы же знаете про это. У нас нет культуры принятия замечаний. У нас нет культуры этого. Я не говорю, что для нас не работает джамаат тербиясы, не говорю. Адың чыққан жоқ, жаның чықсын. Ну, лично для меня это очень важный момент, очень важный, один из самых таких мощных рычагов моего поведения. Но мне кажется, это не так сейчас ярко, как было раньше. Но, опять-таки, это мне так кажется. Может, это не так. Ну и последний вопрос о том, что больше или меньше. То есть мне уже задавали такой вопрос. Вот вас, крымских татар, немного, вас мало. Как вы смотрите на эту ситуацию? Хорошо ли, если много, и выживаем ли мы, будучи немного, в той среде, в которой мы оказываемся? В нашем случае нас мало на самом деле, если мы говорим о процентах. Но есть другая категория, очень не совсем много используемая сейчас, но очень характеризующая нас. Это категория, в принципе, французского философа Пьера Бурдье. Он говорил о социальном пространстве. Вопрос пространства, которое мы занимаем. Нас может быть немного, но пространство, которое мы формируем вокруг себя, его много. Сколько в Судаке процентов крымских татар? 5? Кто знал об этом, что в Судаке всего 5% крымских татар? Судак практически весь крымско-татарский. Вот вам и ответ. То есть вопрос качества пространства, которое мы формируем. Если мы, будучи условно 10% синей краски, окрашиваем эту бочку в голубой цвет, то это вопрос нашего качества. И интенсивность этого голубого в нашем качестве. Çok sağ olun. Если есть вопросы, buyurunuz. Эмир. У меня такой вопрос, немного сравнительный. Наше поколение наших родителей, моих родителей, их цель была возвращение в Крым и подготовки почвы для развития их детей. Они делали все, чтобы создать максимально комфортные условия. Мы, поколение, которое рожденное уже в Крыму, как приняли этот дар от наших родителей, как в саду цветы были посажены в эту почву, и наша цель — это развитие. Вами было сегодня сказано, что самое главное — это получение образования, иные цели, иные задачи. И если у наших родителей была понятная цель жизни — это вернуться в Крым и дать самое лучшее своим детям, это как бы общенациональная была идея, то у поколения, рожденного в Крыму, самое главное — это саморазвитие, это осознание своей национальной идентичности, но при этом мы не знаем, как мне кажется, я вот по моим наблюдениям, а что мы дадим своим детям. То есть у нас уже есть определенный уровень благ, у нас есть уже определенный уровень, но проблема в том, что нет такого острого желания что-то дать своим, мы знаем, что мы хотим дать детям самое лучшее, а в плане национального направления мы знаем, что мы должны знать язык, мы стремимся познавать свою культуру, собираемся вот так вот на мероприятиях, но мы как будто бы потеряны, мы как будто бы не можем выбрать точный главный вопрос, нашу задачу, к чему мы должны стремиться. Мы не знаем, что такое лучшее? Мы не можем выбрать нашу главную цель. Для чего? Цель как национального определения. В плане... Вот у родителей была цель дать самое лучшее детям и дать почву для развития в Крыму, как бы все, мы в Крыму, мы вот вернулись. А поколение, рожденное уже в Крыму, они получили вот эту почву,
Их цель была вырасти, кем-то стать, а дальше? Какая задача уже нашим детям, что мы должны передать, чтобы сохранить свою национальную идентичность при этом? Понимание, что они крымские татары, если я правильно поняла ваш вопрос. Понимание, что они крымские татары, что это безусловная ценность. И владение языком один из множества маркеров. И умение овладевать новыми навыками. Современная наука говорит о том, что каждые 7 лет человек должен уметь менять свои навыки кардинально. Кто готов сказать в этой аудитории, что через 7 лет я буду также успешно заниматься другой деятельностью? А вот этому надо учить. То есть умение меняться быстро и быть качественным. Не хайп ловить, а быть фундаментальным специалистом. То есть понимать именно в плане единые цели для народа. То есть была единая цель. Сохранение нас как народа. В разных смыслах. Это понимание теперь не у всех одно. Вот, оно не у Оно всех у одно. всех разное. И поэтому, мне кажется, есть некая разобщенность, и мы пытаемся разделиться на разные лагеря, и каждый тянет за собой. Те же блогеры, те же медийные личности. В этом нет ничего страшного в современном мире. Вот мы стремимся к монолитности, но современный мир не мир монолита. Современный мир – мир кинетического песка. Вот, я не знаю, знаете, у кого есть дети поменьше, такой кинетический песок. Вот, песок, да, но он не рассыпается. Вот, с него можно делать много что, но бьешь, он сразу становится жестким. Вот кинетический песок для нашего народа, мне кажется, наиболее такой вот понимаемый образ. Мы должны стать не железобетонной конструкцией, а кинетическим песком. Меняя формы, сохраняя содержание, конечно же. Çok Дело sağ не olun. в форме, дело в содержании. Sağ olunuz. Buyurunuz Timur Bey. Bağışlanыз. Зера ханымға сөз берейік. Зера ханым, buyurunuz. Мен Алиме ханымға çok teşekkür bildirmek isteyeyim. Bu levhada azbar mevzusunu көтерді. Gerçekten de azbar biz için bir mukaddes bir yer. Siz pek doğru aytыңыз, siz menden yaşçaraqsız ama kene de biz hepsimiz bir şarayette Uzbekistan'da o öyleydi. Belki şunun için biz Kırım'a takır yerge kelip, hiçbirimiz öz evimizin kartana kart babamızın evine kir almadık, doğru mu? Tap takır boş yerlerde böyle azbarlı evler kurduk. Temelli, balaban ve onu bir milli nesnelerle de zenginleştirdik. Yani çeşmeler kurduk, minderler, böyle milli nağışlı bir şeyler. Lakin şu azbar şimdi çalışa mı yok mu? Niçin çalışmay o azbar? Mesela sürgünlük yerindeki misyasını niçin şimdi becerip olamay? Bu birinci nem. Meni pek rahatsızlay bu şey. Çünkü biz halkımızın değerlik pek büyük bir kısmı gerçekten de azbarda öz evinde yaşay. Bunu o anlap yaptı. Mesela Uzbekistan'da kvartiralarda yaşayan adamlar vazgeçtiler bu şeyden. Yani mutlaka bekim yaşlar şimdi var. Kaysiler ki kvartirada yaşamağa isteyler. Bu bir. İkincisi, mına siz pek doğru şey aytasız. Kırım Tatar ana tilimizde biz laf etmek borcumuz, mecburumuz, nada должны deysiz. Niçin biz şu şeyini hepsimiz aytamız, lakin biz bunu yapmayımız. Mına bakın şimdi biz bir yerde oturamız. Bizde başka millet adamları var mı? Galiba yok. Ama biz niçindir evvel böyle toylardaydı. Herkes anlasın diyedik. Mına herkesin anlasın deyip mına bu vaziyetke keldik. Şimdi özümüz de anlamayımız. Niçin mesela bir avtobusda bakınız, 2 tane Ermeni rast gelse, onlar Rus tilinde laf etmeyler. Öz tilinde laf eteler. Siz Çingelerine bakınız. Onların mektepleri yok, hiçbir şey yok. Biz onlarga göre çaslımız. Bizim her şeyimiz var. Milli mektebimiz var, içtimai ağlarımız var, ansamblımız, institutumuz, üniversitetimiz var, doğru mu? Ama niçindir onlar sürgünlükün böyle bir, ne bilmeyeyim sizge bir aşaddi şarayitlerde böyle öz tillerini joymaylar, öz adetlerini joymaylar. Bunun için ne yapmak gerekimiz? Belki şu birinci adımını özümüz yapmak gerektirimiz. Sağ olun Zera Hanım. Bağışlarsız, bekim keskincedir. Yok, pek ciddi var gerçekten. Білесің, мен білесем, соңынан башлайым. Чингенелге таянмаға, ишанмаға адам yok. А біз әр вақыт мына бұл ответственность деген шейін Амет Мемет велі қалдырамыз. О, оны башы ауыртсын, біз о етсін, біз сон аңнарық. О етсін, біз бақарық. Татар тілін, Крым татар тілі мұтлақ хорчаламаға хорандадан ана
Масал нас тілде айта. Ана тілінде. Aynen nas tilde Ирлана, ана тілінде. Ну, ана тілі деле, ана деле. Şimdi kendi kaytacakız. Apay, Kırım Tatar apayı demek ne demek? Kırım Tatar apayı, ozun Kırım Tatar apayı dep saysa, o ozun balların Ülmetili akaylarga, mında mutlak men bir kimsen kendi canına ortama tırışmayım. Mutlak tırışmayım deyim bekim sağ oturadırım ama mında kelkelem nege kaytamız? Apay ozun nas baka. Apay oz ne di? Apayın vakti barım ozun fikrin, tilin, mutlak bilgisini arttırmağa. Onun stegi barım birinci. Stegi. Mına bodan başlana. Mutlak şimdi bütün Kırım Tatar belaların apayın boyuna asacağım hayvala ama o şey de değil. Onun için namında İngilizce ezberleyimiz de, öğrenemiz. Ya Kırım Tatar tilin analarga, yaş analarga ne kederi getiriyor? Ben de onu düşünüyorum. Ne gerek var? Bizge, nechun biz bir-birimizden ko'rishganda bir kerekdan boshqa tilga keçemiz. O'z tilimizda laf etamiz. Mutlak men şimdi bekim bir kart obırkı bak mırıldarım. Yaş apayçık anaktı, kolunda telefon, arabasına ayday, Rusça laf etti, balasına ты mağa мешаешь мне deyip kıte bu. Toxta. Ya öyle şeyler çok da. Herkes, bir kimseye bakmanız. Bir kimseye özüne bak. Gasprinski ne istesen yardım etmeye başla. Ne özün koluna, özüne ne baka. Özün koluna ne kele. Bir kimse için gerekmeydi mağa. Bir kimse için gerekmeydi. Özünden başla. Özün Tatarca laf et. Özün mutlak Tatarlığın horçala. Azbar degen şey, kendi kaytamız bu, azbar şimdi o kadar emniyet, o kadar mutlak gereklik dayanışı yok. Bu kendi de kaytamız, sözünü aytın, kvartiraga geçken adamlar azbar kıymetin joyalar. Bu mutlak urbanizasyonun tendensiyaları. Bu sende halkların, mutlak anlatsak, öğretsek, bildirsek azbarlık ne degen, o bekim dostu bir faydası berer ama bu sosyal mutlak halk arasında öyle şey yoktur. Buna bakın da bir tanılgan bir şey Одесский dvarı. Одессa'nın azbarları, onların azbarları. Monyalardan, İzyalardan, Moyşalardan, Одесса, Одесский dvarı. Bizde de öyle şey var ama vakit geçiyor. Azbar degen şey, men bilesem yazık ki. Ama ozun bu keregin endi joya yatam. Pek şübhelemi bet. Yo'q, jo'ymas. O da siz aytganday, bizning qo'limizda mesela. Bizning Siz qo'limizda. kvartiraga ketgan odamlar pek az. Men dedim, gençler, ba'zi birlari bekim ev ishlaridan qochib istaylar. Lekin xalqimiz cho'qisi azbarga shunda ketishdi. Men bilsam bir 80% azbarda yashaydi. Ama azbar mutlak toplangan yer değil. Biz mutlak azbarda yaşayız. Tek bir koranda yaşagan yermi deb sayasiz? Tek koranda yaşagan yer ola. Ama başta bizim anlagan azbar o kadar herkes kele. Yo'q, şimdi de kele, öyle değil. Ну, bekim de olsa. Keleler, akşam kahveleri içerler, bayramlar, hepsi azbarda keçe. Çok sağ olun Zehra Hanım. Endi galiba Rusça laf etmeye galiba laf etsek siz gene de bize bir zaparta verirsiniz. Onun için Timur Bey buyurunuz. Belki de Kırım Tatarca o sualini verirsiniz. Evet. Çok sağ olunuz. Алиме Ханум, очень приятно, что у нас есть такие, во-первых, это пальцем не посчитаешь, буквально 3-4 политолога всего лишь у нас в народе, да, профессиональных. Но я хотел бы такой вопрос задать. В начале реплику там меселе Дорт Безихутары, это уже устарелый нарратив. Как один из. Да. Беж Безичухайтарыр. Вот сейчас. Яна. Нарратив, да, иншалла. Я бы хотел сказать, вопросов очень много, проблем очень много, да, вот все задают вопросами. Никто не задает, а как решить эти вопросы, да, вот проблемы в нашем народе. Тиль меселе сёлсун, бакша меселе сёлсун. Как вы считаете, нужно ли нам
подумать вообще всем, и политологам, и социологам, и другим деятелям, написание стратегии развития крымско-татарского народа. Как нам быть дальше, да, вот, там, через 25 лет, там, через 50 лет, как дальше быть во многих сферах, во многих вопросах. Многие говорят, критикуют, а как быть, как решить эту проблему, ну, так и не понимают, так и не знают. Да, Пятилетний план, 10-летний план. Ну, я считаю. Саунас Тимурбей. Вопрос очень похож на вопрос Диляра Ханума, все-таки о протоколе лечения. И здесь у нас присутствует член национального движения, у нас была декларация, да, крымско-татарского народа. Здесь стратегия, она у каждого будет своя. Я не говорю, что не нужно. Наверное, какой-то план действий, какую-то дорожную карту нужно. Но за эту дорожную карту нужно быть готовым, что она не будет принята всеми. Не будет она принята всеми. У каждого она будет своей. За каждую запятую в этой дорожной карте, в этой стратегии, тот, кто писал, отгребет от всех. И теперь уже будут все на свете обиженными. Вот. То есть, но сказать, что она не нужна, да, она нужна. Да, она нужна, но претендовать, чтобы она была исключительной, нет. Это не будет той таблеткой аспирина или тем уколом пенициллина, который нас вылечит. Не будет этого. У нас время не такое сейчас, что всех лечить одинаково. Вот. Нет. Нам стратегия нужна для того, чтобы выработать общее видение какое-то, возможно. Но мы не можем сказать, что наше развитие условно будет через 25 лет среди крымских татар должно быть, допустим, 49% женщин, 51% мужчин условно 35-летнего возраста. Мы, вот так сделать мы не сможем. То есть мы не можем дать точных абсолютных данных. И ставить мы их не можем. Мы не можем об этом говорить. Мы не знаем, как изменится время, условно даже завтра. Вот, потому что это время динамики, время изменений. Как принято говорить, да, время черных лебедей, вот они иногда пролетают стаями. То есть возникают те события, о которых никто никогда не думал, что они произойдут. Вот. И таких событий очень много. Саунус, ну, во-первых, для начала нам нужно договориться, да, куда мы движемся, и к какому-то общему знаменателю прийти. А у нас и в этом тоже дискуссия очень огромная, поэтому стратегия — это всего лишь формальный документ, выложенный на бумаге. А вот видение сформулировать, да, договориться о базисных вещах — это тоже отдельная история. Мухаммедбей, Буюрунс. Мен кенеде русча айтажагым, бүгін формат русча, öyle yapalım, öyle devam edelim. Onun için русча айтажагым. Мы постоянно обсуждаем вот этот дискурс, как нам сохраниться, как нам развиваться. Вот, да, крымско-татарскость, она очень важна, и она сидит во мне так, что ее не вышибешь ничем. Но вот задаем ли мы себе такой вопрос, а что мы можем дать обществу, что мы можем дать миру? И может ли это стать новым трамплином для развития нашего народа? Как в личностном аспекте, так и национальном, общенациональном. Я думаю, что да, но это явление должно быть массовым. У нас могут быть узнаваемые мировые имена, они должны быть. Но они есть, не должны быть, неправильно сказать, опять неправильно. Они есть. Узнаваемые имена крымско-татарские есть. Это хорошо, это здорово. Их, возможно, будет больше. Наверняка их будет больше. Но вопрос фидбэка для крымских татар, их значимости здесь. Вот здесь, сейчас, для нас. Номан Челебджихан сказал, ну, знаете все его эту фразу, Крым — это бахче, букет. Сад или букет. И Крым татары бунда бір бахчеван olması керек, должен быть садовником в этом саду. То есть это концепция. Я говорю, что я считаю, что это олмазса олмаз. Это очень важный, значимый фактор, вот, образ мышления, мироощущения в нашем сознании. И если мы его немного поменяем, потому что мы живем в отдельных районах, не буду называть гетто,
Они очень развиваются, очень хорошо, но мы живем в своем мире, в своей дополненной реальности. Я об этом ранее говорил. И я считаю, что в современном мире мы не сможем сохраниться и развиваться. Даже слово «сохраниться» уже само по себе ущербно. Развиваться мы не сможем. Мы не сможем удержать детей, потому что соблазн очень велик. Вот мы должны немножко переформатироваться и априори, сохраняя свою национальную, религиозную идентичность, просто двигаться вперед и рассуждать, что мы можем, как я могу дать, мы можем дать обществу, еще раз повторяюсь. Вот именно вот это образ мышления немножко другой, мне кажется, должен быть, не знаю. Мы должны думать не так, как другие. Мы должны быть по-другому. Мы должны быть качественно другими. Опять-таки возвращаемся к тому, что мы должны окрашивать это пространство, потому что мы качественнее, мы концентрированнее. Потому что мы знаем, умеем больше, условно владеем большим количеством языков. Знаешь, мы мыслим по-другому. Мы берем на себя ответственность. Вот это очень важный момент. Готовы мы взять на себя ответственность или нет? Языком можно много говорить, умно говорить, а брать на себя ответственность – другая история. А берешь на себя ответственность, значит, ты решаешь. Раз ты решаешь, значит, ты получаешь за это. Вот это про это. Вот. Не про то, что отгородиться от всего. Это не про отгораживание, это про зону твоей ответственности. За что ты берешься? Чохсаун Салиме Ханум. Если больше нет вопросов, есть? Не вижу. Азизе Ханум, уйрунус. Во-первых, хотела бы выразить благодарность Алиме Ханум Чохсаголнус, потому что такие мысли интересные, они мне очень импонировали, я очень хотела попасть на эту встречу. И мой вопрос, я долго думала, стоит его задавать или нет, мне казалось, он немножко не в тему, но потом, вспомнив, как звучит тема этой встречи, про крымско-татарские ценности, про политическую демографию, я подумала, что все-таки мой вопрос, он немного личного характера, психологического характера, но он будет в тему. Есть такой термин «комплекс неполноценности», и мне кажется, что этот термин, он у нас как бы давно, и связан он с дискриминацией, связан с репрессиями, связан с такими травмами историческими. Актуален ли он сейчас? Какое влияние он оказывает на нас, на наше самосознание, нашу идентификацию? Потому что мы всегда говорим о наших взаимоотношениях с другими и национальностями, например, да, и взаимоотношения с другими крымскими татарами, то есть внутри нашего общества, но мы не говорим про тот фидбэк, то влияние, которое оказывают на нас другие люди. И они оказывают на нас очень сильное влияние, оказывают влияние на нашу самооценку, на стремление нас двигаться дальше. Есть вот этот комплекс неполноценности, который нас тормозит, который нас заставляет переживать, который заставляет нас чувствовать страх, неудач и так далее. Я хотела узнать, актуален ли он сейчас, как с ним бороться, если он есть, что с ним делать. Саунус. Очень на самом деле такой вопрос, сказать сложный, да, наверное. Опять-таки, начнем с последнего тезиса про ответственность. Когда есть комплекс неполноценности, когда человек с готовностью или группа с готовностью на себя надевает одежды комплекса неполноценности либо жертвенности, это, между прочим, очень удобная, гадская позиция, когда ты не принимаешь решения, потому что у тебя пальчик болит, ты не хочешь про это думать и заморачивать, потому что у тебя пальчик болит. Тебе можно, потому что у тебя пальчик болит. И тебе, у тебя ни за что голова не болит, потому что у тебя пальчик болит. Вот этих вещей делать нельзя. Как только человек, индивид, это все психологи говорят, как только человек на себя навешивает жертвенность, все, он отнимает у себя все остальные роли, все остальные проявления, и это позиция слабого, безответственного, не готового к развитию индивида. И это касается как групп, так и личностей. Поэтому нашему народу быть в позиции жертвы, простите за мою такую категоричность, ни в коем случае нельзя. Если у нас будет у всех болеть пальчики, то мы ничего этими пальчиками делать не можем. А если пальчики болят, болят и головы, которые не захотят ни в какую сторону двигаться. Поэтому нам от этого, даже если где-то в каком-то контексте мы
хотим этим воспользоваться, это у нас есть в истории. Я не говорю, что этого нет. Мы должны помнить про наши исторические травмы, коллективную память, иметь по этому поводу и позиции иметь. Но образ жертвы, одежды жертвы носить нельзя. Ни в коем случае. Мы с вами, если мы апеллируем библейскими образами, да, может, я хочу сейчас правильно понято быть, есть такая категория белых одежд. Вот у Дудинцева есть роман «Белая одежда». Один из любимых моих романов «Белые одежды». На нас должны быть белые одежды, потому что мы должны быть, опять-таки, долженствования, да, мы качественно другие должны быть для того, чтобы развиваться. А я не говорю про то, что я говорю о долженствовании, я не фотофактом сейчас об этом говорю, да. Мы не все в белых одеждах. Сагун Салиме Ханум, но опять же это разговор про память героев или память жертв. Конечно да? Что мы храним, то, что у нас было. Вижу микрофон в руках. Багышларс опять я... Алиме ханым, Номан Челибиджихан бұрынғы Қырым татар құрылдайында ішлеп шығарған программа бойбет Қырым татар девлетчілігінен бағлайды. Ве бұл ерде гүлдестеге бақчыған олмақ, бұл біздің Қырым татар халқы өзін үстіне алған жауапкерлік еді. Сүргінлікте біздің қартана қарбабаларымыз, ана бабаларымыз Қырымға ынтылғанда, күрешкенде екі ғайы бар еді. Қырымға қайтмақ ве девлетчілік тізмек. Бұнда яш несілден бөле бір фікір кетірілді. Біз білмейміз келешегіміз насыл ве балаларымызға не бережекміз. Сіздің фікіріңізде бұл девлетчілік ғайысы бүгін халқымыз арасында яшаймы? Яшамақ мejбурмы? Ве өзіңіз айттыңыз, күндеңше. Кім біле, бекім ярын оле бір вазиет олыр, ве біз үстімізге девлетчілік вазифесіні жауабын алмақ керек олacakмыз. Азырмыз мы біз? Пек қиын суал. Зурия ханым, ама девлетчілік ғайесі халқымыздың арасында бет яшай. Ама девлетчілік не демек? Еркес көре, ем біле, озне көре. Озне көре пайпче, озне көре фкір біле. Девлетчілік не демек? Арби? Азырмызым? Devletçilik ne demek? Bilgi. Azırmızım? Devletçilik ne demek? Mutlak stratejik olarak düşünmek, bilmek. Kahve içkinde laf etmek değil. O mutlak pek çok böyle gerekler var o şeye. Onun için biz özümüzden sonra bizde o barım, o usullar bizde barım, o aletler bizde barım, bizde akılımız, fikrimiz, biz bilemizim ne demek. Қана шынды sorayıq ne demek, mına sorayıq, mına yaşlıktan oturgan partiya demek ne demek? Herkes bile. Ama partiyanın mutlak birinci işi ne demek? Amına. Onun için devletçilik evet, o bilirsin nas gaye, evet gaye, o fikir. Ama şimdi olacak şey Bana bakma. Üç nokta koyayık. Evet, evet. Динар ханым, бітіремізлі вала. Я, гальба бу сонки суале де вақтымыз әнде хаумады. Оның үшін дабырдан не суал. Бұйырыңыз. Айдар аға. Алиме ханым, очень рад вас видеть в этом прекрасном салоне, который стала площадкой благодаря Характингс Продакшн коммуникации с народом, с окружающим миром. Это очень важно. Первые встречи были с художниками. Вот. И потом видные общественные деятели. Вот сегодня политология. Вот у меня, естественный вопрос. Вот где искусство, где политика? Они враги, они друзья, они пассивные, или это два в одном. Вот. Этот вопрос и мне задают, и я бы хотел вам задать.
Вот. И еще второй вопрос. Что сподвигло вас выбрать эту специализацию, специальность? Возможно, это вот в конце 80-х годов, в начале 90-х народ очень нуждался в правовой поддержке, политической, экономической. Вот. И эту острую нужду мы всегда чувствовали. И вот сегодня прекрасная плеяда вот, в вашем лице, Эльнора Дильбер, Эльмиры Муратовой. Да. И вот ваш выбор этой профессии облагородил эту профессию. Вот что сподвигло выбрать? Это второй вопрос. Пожалуйста. Салма Сайдарага, наверное, это не облагородило, а добавило эту профессию целый ряд непереводимых научных категорий. Да. Первые две буквы, из которых напоминают математические знаки. Вот, это тоже часть нашего дискурса, откровенно говоря. Но на самом деле шучу. Айдарага, сподвигла случайность. Я очень хотела быть историком. 2 раза поступала на исторический факультет, тогда ТНУ. Не поступила, Слава Богу. Случайно поступила на политологический факультет, тогда еще молодого Таврического экологического института, с намерением перевестись на востоковедение. На востоковедение я не перевелась, потому что там были прекрасные преподаватели, Лариса Павловна Салыга, Петр Васильевич Кузьмин. Вот здесь, что называется, роль личности в истории. Эти 2 человека сохранили, благодаря им я осталась на факультете, во-первых. Во-вторых, у нас была очень классная группа. И вот, как видите, это совершенно не про стратегию, это совершенно про человеческое измерение. Итак, случайно, по большому счету, я стала политологом. Второй вопрос, отвечу цитатой одного из, не побоюсь, удивительных, уникальных, неоднозначных людей. Важнейшим для нас из искусств является кино, сказал Владимир Ильич Ленин. Вот, поэтому наше искусство является частью нашей жизни. И я не скажу про политику. Когда политика начинает использовать искусство, это становится пропагандой, что значительно снижает его ценность как искусство на самом-то деле. Но для нас сейчас культура и искусство являются тем каналом, с помощью которого мы транслируем свою крымско-татарскость, с помощью которого мы ее сохраняем. С помощью того, что позволяет нам в публичном пространстве быть крымскими татарами и делать это пространство крымско-татарским. Çok sağ olun Салиме Ханум. Ну и я благодарю наш гостеприимный этноресторан «Алем». И завершая эту приятную встречу, я хочу пригласить и дать слово Лиле Ханум Буджуровой, Эльзара Ханум Ильяса Ислямова Багаштанец. Боже, сколько еще хотелось задать вопросов. Потому что тему, которую мы сегодня, я даже не знаю, как вас назвать, политологини подняли, а ее можно копать и копать и копать и расширяться, потому что это главные для нас смыслы. Да? Главное. И это чудесно, что изучением главных для нас смыслов занимаются женщины. Значит, все будет хорошо. Все будет в теплых. Не факт, не факт. Да, очень бойкие, языкастые, умнейшие, но все равно. Но это матери, прекрасные матери. Поэтому я думаю, что все будет в наших хороших, теплых женских руках. Спасибо вам за ваше обаяние. Спасибо за ваш интеллект. Спасибо за то, с каким... Даже слово «интерес» — это неправильно. С какой жизнью вы относитесь к тому, чему вы занимаетесь. И спасибо за то, что вы даете нам надежду. Спасибо, Лилия Ханум. Алиме Ханум, çok sağ olun за такую интересную встречу, за эту беседу. Она даже крайне необходимую для нашего народа. Знаете, у меня сегодня ощущение было такое, что вот это уже мемом стало, что далеко не каждый крымский татарин, к сожалению, заботится о своем здоровье, хотя бы там физическом. Тем более
там ни руки, ни время не доходят о здоровье своего народа, своей нации. Заглянуть в себя, чем мы живем, какие у нас сейчас ценности, какая нам нужна дальше траектория развития. И очень часто в обществе ты слышишь: ой, у нас, наоборот, все прекрасно, у других, наоборот, все так ужасно. И вот у меня было ощущение, как будто мы сегодня поговорили с психологом. Ой-ой-ой. Но психологом, понятно, не там для человека, не для личности, а как для народа. Нет, эти моменты были, потому что, вы знаете, почему такая беседа нужна? Потому что мы где-то поняли, что у нас идет то, что нам кажется не так, а оно на самом деле так. И к этому надо относиться нормально. Мы живем, мы здоровые, а где-то, да, где-то поставлены флажки, где нам нужно обратить внимание. И вот судя по той дискуссии и вопросам, я знаю, что еще много вопросов, которые бы хотели обсудить, может быть, даже и в узком кругу, это важно и нужно. Вот такую работу, вы очень выбрали, конечно, редкую, но крайне нужную работу. Сагулнас вам за этот труд, за те исследования, которые вы делаете и делитесь со своим народом. Сагулнас. Пугайтесь, что психолог, не психиатр. Хорошо, что не патологоанатом, это было бы страшнее. Да, спасибо за приглашение, Спасибо за приглашение, спасибо за беседу. И я закончу, наверное, те словами, которые всегда говорю своим студентам, и очень рада их видеть. Они не дадут мне в этом смысле соврать. Не надо со мной соглашаться. Нас так учили, да, Ленора Ханум? Если после вашей лекции люди спорят и ведут в библиотеку, значит, ваша лекция имела смысл. Я говорила здесь не для того, чтобы вы со мной соглашались. Моя задача была не ваше согласие, а то, чтобы вы задумались. Да, не согласились, да, не приняли, да, готовы были поспорить, сказать, но если в ваших душах, в ваших умах родилось сомнение и желание хоть что-то еще узнать про это, значит, в этом то, что мы сделали сегодня, был смысл. Спасибо за внимание. Спикера делает аудитория, преподавателя делают студенты. Спасибо большое. Саунас. Признался.